поехали. Дорогие подписчики, э, присоединяйтесь к нашему эфиру. Сегодня у нас аспекты мнений. Я думаю, что сделаю небольшую ремарку перед началом эфира. Те, кто смотрели видеообращение сначала самого нашего гостя, потом мой ответ на это обращение, для них, возможно, это будет интересно, и этот эфир, конкретный аспектов мнений, не будет в формате такого классического интервью, радийного, такого даже эховского, который часто проводит Руслан Валиев в рамках этой передачи. Мы попробуем просто поговорить с нашим гостем, обсудить разные темы и, собственно, как-то, может быть, заобщаться, найти какие-то точки соприкосновения между нами. Ишмурат, добрый день. Добрый день, Привет. Евгений. Можно на «ты», наверное, да? Я только с радостью, но обычно на «вы» начинаю. Если уж человек меня поправит, то с удовольствием. Собственно, Ишмурат, по вашему обращению, я думаю, что можно для тех, кто не видел, собственно, как-то ввести в курс дела, почему записали, что стало поводом, и, собственно, какие тезисы основные вы в этом обращении раскрыли. Давайте попробуем повторить это все, чтобы те люди, которые не видели, они были в курсе. Хорошо. Ну, во-первых, я благодарю за приглашение. Также благодарю, что вы приглашали моих друзей, соратников Руслана Габбасова, Айгуль Леон недавно. Это очень важно, я считаю. Я тут хотел бы такую ремарку ставить. Мы не то, что будем пробовать искать общие точки. Давай попробуем найти, в чем мы расходимся. И потом уже посмотрим, насколько расходимся и можно ли это как-то склеить. Мы все-таки люди с одного региона, с одной республики, земляки. Я тебя, Женя, я не отношу к таким деструктивным элементам. Я не ставлю знака равенства между тобой и условной русской общиной, да, которая, кстати говоря, в Башкортостане тоже, по-моему, живет, здравствует. Конечно. Я считаю тебя, другим человеком, не условным, не знаю, есть ли смысл назвать эту фамилию, но не условный Валитов Тимур, например, да, с которым вот лично у меня никаких там общих точек нет, а с тобой, я думаю, есть, что мы хотим обсудить. Теперь по поводу вот этого видео, из-за которого у нас началась беседа. Там, в принципе, было несколько тезисов. Я думаю, мы по ходу их будем разбирать. Да. Видео начиналось с того, что ты там задавал вопрос в чате. Неужели вы отказываете в праве русскому народу в создании какой-то новой федерации, да? И я не русскому народу. Русский народ не должен. Вообще, я не очень люблю фразу «русский народ», конечно, в принципе, да, то есть мы, особенно в Башкортостане, многие потомки смешанных, в том числе, браков, да, моя прабабушка татарка, например, Гайнулина Ляля Абдул-Халиковна, да, поэтому русский тут очень условно. Я больше про то, имеет ли это территориальное образование шанс на новую федерацию, и если нет, то тогда является ли тезисом, что просто есть какой-то, по крайней мере, во многих телеграм-каналах толка, похожего на развивающий дискурс, похожий на ваш, а я вижу про то, что есть какой-то дремучий русский народ, который он на генном чуть ли не уровне является имперцем, и просто невозможно на эти территории ничего построить, обязательно нужна революция, гражданская война, все что угодно, и тогда заживем. У меня с этим были тезисы исключительно связаны. Очень хорошо, что ты подправил, потому что это было важно озвучить. Говоря русский народ, так как мы друг друга так близко не знаем, хотя ты, возможно, больше о моих мыслях догадываешься, потому что мы имеем свои движения. Ты не раз общался с Русланом, с Айгуль. У нас, в принципе, именно в этом плане, в этих аспектах у нас общие мысли. Если в понятие русский народ ты не вкладывал этнику, да, это прекрасно. То есть такой некое
территориальное понятие русский народ условно в его широком смысле, то есть россияне. И вот тогда, перефразируя твой вопрос, неужели нет у этого народа, вот в его общем широком значении, нет у этого народа шансов, возможностей и права, может, где-то построить федерацию? Но это просто твой вопрос для себя раскрывает. Ну, давайте, пробуем. Ну вот, и мой ответ, который я там озвучил, потом его пытался раскрыть вот в этом видео, ответ был нет, потому что мы считаем, не только я, не только, скажем, Айгуль, Руслан, еще там несколько человек, мы считаем, что вот эта федерация себя изжила по многим понятиям. Я ни в коем случае, упаси бог, я не юрист, я в этих документах не копался, да. И когда мы говорим о федерации там, в юридическом смысле этого слова, конечно, мы утонем, я утону в частности. Я вообще говорю, вот Россия как федерация, старый формат ее себя изжил, и сегодня становится актуальной идея независимости регионов и республик. Что такое старый формат федерации, в принципе, по-твоему? Старый формат – это так называемая вертикаль. Старый формат – это то, к чему… Это не федерация, то есть. Как? Но это не федерация. То есть федерация – это когда у нас у каждой национальной республики там есть какие-то полномочия, собственный избираемый глава там, и так далее и тому подобное, да, свое там законодательство где-то. То есть, это федерация. А когда есть купленные элиты в нацреспубликах, которые отстаивают, собственно, какие-то интересы Москвы, то это не федерация. Но, тем не менее, сегодня Россия называется Российской Федерацией. Да, она может называть себя в целом еще и борцом с нацизмом. Это же не говорит о том, что она сама не отстаивает фашистскую идеологию, сейчас нападая на Украину. Правильно же? То есть названия могут быть самые разные. А смысл в том, что это не федерация, что это империя. Это, безусловно, империя. С этим никто не спорит. Но может ли это быть федерацией? А почему нет? Тут у меня вопрос обычно. То есть по каким причинам эта географическая территория, вот эта большая, она не может существовать по иным законам, кроме как законам империи, вертикали, сильной руки, Владимир Путин или там еще какой-нибудь Агутин, и он будет твердой, жесткой рукой везде править свою какую-то линию. Это обязательно? Мне вот кажется, что нет. Хорошо. Смотри, Женя, если мы уж такой формат взяли, нужно в этом направлении начали размышлять, попрошу тебя расписать тот прекрасный формат, где федерация будет федерацией не на бумаге, не на словах, а в реальном его наполнении. Вот просто опиши, чтобы, скажем, представь, что я собеседник, ты хочешь меня убедить, да, что это будет новоявленная федерация, что там не будет таких вот недовольных людей, типа меня в данном случае, которые убеждены, что попираются их права, язык попран, человек не стоит вообще ничего. Человек – это так, пыль, да, мясо. Но с этим мы 2022 года в большей степени это правда, да, с каждым годом. Скажем, какой она должна выглядеть? Раз у нас формат размышления, беседа, я думаю. Шмурат, если мы обсуждаем это всерьез, да, с точки зрения того, что шапку Мономаха на себя напялил Женя Коноплин, то есть это абсолютно сферический кум вакуума, то, безусловно, начинать любое строительство федерации, любое новое образование на этой территории должно начинаться с того, что я встречаюсь с такими, как Ишмурат Хайбуллин, и говорю: Ишмурат, а в чем проблема-то вообще? Что не так? Что должно быть иначе? И когда я вижу в национальных республиках недовольство языком, отсутствием должного отношения к культуре, школьное образование, абсолютно ужасное, и я должен сказать о том, что виноваты в этом
Много кто. Учителя в школах, например, те, которые у меня были, им вообще было наплевать на... Они педагоги, у них есть определенный долг, но им было наплевать на тот язык, который они пришли преподавать. Это ужасно. Вот с этим нужно что-то делать. Нужно делать с тем, чтобы были выборы, чтобы людям не привозили из Москвы Радия Фаридовича Хабирова, да, который работал на Суркова в свое время в АП, сделал карьеру, поработал в Красногорске, вот отправили, да, своего человека. То есть, безусловно, нужны эти, господи, нужно где-то свое законодательство, безусловно, своя экономика внутренняя, распределение ресурсов, не так, чтобы они все уходили в центр, а оттуда уже распределялись по потребностям туда, туда, куда надо, да, и где более лояльный губернатор. Это, безусловно, не нужно. Это из того, что я, как вы говорили, что человек, который не находился в положении человека, которому запрещают там язык, да, то есть я, как русский в Башкортостане, не имею полного представления о том, о той боли, которую испытывает в том числе там башкир в Башкортостане, да, когда там попирается его культура, язык и так далее. Поэтому мне бы хотелось в первую очередь спросить, понять, и, собственно, на этом строить какой-то диалог. Почему мне бы, наверное, не то чтобы не хотелось развала России. Дело не в этом, я не имперец. Это придумал один из ваших соратников, человек, который посвятил мне 3 миллиона постов. Я говорю лишь о том, что с какой-то поры, смотря на тех политических деятелей, которые выступают от лица вот этого независимого Башкортостана и являются главными такими рупорами этой идеи, они зачастую разжигают межнациональную рознь. Мне бы не хотелось, чтобы такие люди, которые сеют собой ненависть, вы как человек, который к духовенству имеет в том числе отношение, меня поймете, чтобы они приходили и сеяли вот этот вот раздор между людьми. Потому что для меня непонятно, что такое дети из этих самых смешанных браков, как относиться к некоторым заявлениям про тех же русских, что они какие-то там, не знаю, какие-то непонятные сяки, то есть абсолютно оскорбительные посты. Как понять риторику, в которой Женя Коноплин, башкирофоб, враг, имперец, тварь, просто потому, что он не согласен с тезисами этих деятелей. Меня это пугает, просто меня это пугает, честно могу сказать. И поэтому я выступаю периодически с критикой этих деятелей. Но независимый он будет Башкортостан в составе федерации, или нам еще с вами придется до пенсии ждать, пока Владимира Путина сменит еще кто-то, и вот эта вертикаль, и эта империя будет сильна и не развалится. Мы можем только предполагать, но я за все исходы, кроме того, чтобы у нас случилась гражданская война, и башкиры, которые потеряли уже больше 10 тысяч человек, я так понимаю, на войне с Украиной, потеряли бы еще десятки тысяч людей на гражданскую войну за счет вот этой ультрарадикальной риторики. Вот и все. Если мое мнение спросили, вот оно такое. Чтобы слушатели не ошиблись, да, когда Женя говорит религиозный деятель некий, пишет оскорбительные посты, это не про меня. Нет, я не сказал религиозный деятель, я говорю, что вы там религиозный, в том числе деятель, а пишет эти посты, всем известно, кто это пишет, Руслан Габасов, ни много ни мало. Ну да, некоторые имена мы все равно будем озвучивать. Безусловно. Вот лично у меня на канале там я проверил специально, да, Коноплин по поисковику, у меня там 4 раза, из них последние 2 это по нашему разговору, да. По планируемому. Вот. Да. Поэтому я вначале и обозначил, что нет такого отношения к человеку отрицательному только из-за того, что он называет себя русским, даже если условный Женя будет говорить, вот я за развитие культуры русских в Башкортостане, я люблю русский язык. Между прочим, я русский язык тоже люблю. Если я где-то там, это журналистский прием, если я где-то иронизирую, это нужно для привлечения публики, чтобы поспорить, такие игры разума, да, какой язык там круче, где интереснее все выражается. Если признаться честно, я очень много языков люблю.
Я не только там религиозный деятель, я еще по специальности лингвист. Русский язык прекрасен. Если Женя, кто-то другой будет говорить, вот мы хотим процветания русских в Башкортостане, мы не хотим кровопролития, мы хотим светлое будущее для всех, кто населяет эту республику, так кто спорит, так и мы ведь за то же самое. Вот это наша официальная позиция. То, что я, Женя, несколько слов про озвученную фамилию, про Руслана Габбасова. Да, На да. мой взгляд, вот в одном моменте ты немножечко ошибаешься, да? Я понимаю, что между тобой и Русланом Габбасовым, кем-то другим, ну, могут сколько угодно искр проскакивать во взаимоотношениях. Но ты в одном из, значит, интервью говоришь, вот, я смотрю на Руслана Габбасова, и мне просто непонятен этот тезис про независимость Башкортостана. И мне, скажем так, боязно, условно, да, я не люблю обсуждение вообще будущей независимости, неважно в каком формате, вот, скажем, из-за Руслана Габбасова. Это немножко неправильно, Женя. Русланы, да, и Шмураты, и Жени приходят и уходят, но остается же проблема, в том числе вот та самая, которую мы озвучили. Вроде федерация, на самом деле не федерация, а по сути империя. И это и озвучивается. Это и озвучивается. Вот, скажем, такой есть Дугин. Он вообще не стесняется. Да, говорит, мы империя. И что? И что вы нам сделаете? И не должно быть вокруг ничего независимого. Либо Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, он там перечисляет. Это все будет в нашей орбите или они будут в другой орбите. Поэтому намекает, да, что не должно быть ничего независимого вокруг нас. По-моему, даже намекает на новые СВО. Намекает, да, что не должно быть. Секунду. Как будто выбило. Я в эфире, да, Жень? Да, конечно. Все. Как будто выбило. Вот, поэтому, когда ты говоришь, я уже подытоживаю вот этот именно блок. Да, ты говоришь, нет, я же вам площадку, да не просто так, как бы мы договорились, я вас слушаю, вы меня слушаете, конечно. Когда ты говоришь, я вот против того, чтобы была условно какая-то кровавая баня, чтобы башкиры опять погибали в каких-то внутри башкортостанских республик, да, и мы солидарны, этого не хотим. Этого вообще не хотим. Я поэтому в самом начале и сказал, мы ищем не то, что там точки соприкосновения, мы во многом сходимся, правильно же? Конечно, сходимся. Просто когда вы говорите о том, что идея независимого Башкортостана отдельно, а риторика Руслана Габбасова отдельно, тут я могу сказать, что сама идея, любая, от коммунизма до либерализма, до чего угодно, она сама по себе, она без личности, в принципе, в теории чаще всего выглядит вполне нормально, да, за исключением нацизма, фашизма и так далее. Есть много идей, которые выглядят хорошо, а представители, те люди, которые стоят за этими идеями, они выглядят радикально и плохо. И в Башкортостане среди спикеров я вижу самого громкого, самого яркого. Точно так же, как, давайте так, протестное движение десятых годов в России было тесно связано, неотрывно с Алексеем Навальным. И если мы говорили о прекрасной России будущего ли, или там какой-то оппозиции, митингах, мы подразумевали фамилию Навальный. Для меня сейчас независимость Башкортостана – это фамилия Габбасов. Я хочу сейчас процитировать одну его цитату, после которой он сделал на меня шарж, пририсовав мне имперский флаг и добавив в мой пост свою цитату. Я не знаю, чем это нужно было делать, но он мне добавил в текст словосочетание «Слава России», хотя я никогда такого не говорил. Итак, цитата. «Мало Муртаза Рахимов денацифицировал в 2004 году Благовещенск. Надо было вообще ликвидировать этот город и расселить, желательно за пределы
Башкортостан. Мне интересно ваше мнение по этому поводу. Вот можно ли так высказываться, и не кажется ли вам, что у любого нормального человека, адекватного, вызовет крайне негативную реакцию, в целом даже какие-то здравые идеи, когда их транслируют люди, которые нет-нет, да и вот такое упомянут в своей риторике? Не то, что с Руслана словами я иногда не соглашаюсь, я со своими словами иногда не соглашаюсь. Вот проходит год, тем более 5-6, я, например, захожу к себе на канал, в YouTube канал, я многие видео удаляю. Потому что иногда, что ты, Женя, что Руслан, что я, мы иногда подвержены эмоциям. Ну, увидели что-то, да, там, например, Женя написал, кто-то другой написал, мы как бы в порыве на нерваках, как сейчас говорят, что-то написали, а потом пожалели, но уже все, поздно, в сеть ушло. У меня такие ситуации тоже были, я жалею об этом сейчас, честно говоря. Под этими словами, конечно, я не подписываюсь. Я этих избитых в Благовещенске пацанов сам видел своими глазами. Ну, я думаю, это тоже... Там, когда ОМОН избивал благовещенцев, я не то что не сомневаюсь, я уверен, там не били же по национальному признаку. Так ведь, да? Там такие события были. Это было, ну, сам понимаешь, фитна, смута такая. Да, конечно, это было... никакой денацификации. Ты же понимаешь, что это было ужасно. Ну, то есть, как бы ничего хорошего в Благовещенске не происходило. Уничтожать город – это не строить город. Вот я бы был бы рад, если бы мы разговаривали бы про то, чтобы построить какой-нибудь город или парк хотя бы, или еще что-то. Разрушать, уничтожать. Ну, вот такая риторика, она не может вызывать адекватного отношения. Риторика, подобная этой, посты, подобные этим утверждениям, они ни в коем случае не станут какой-то концепцией. Это не станет каким-то правом. А потому, что если мы в данный момент не стремимся создать такое свободное, демократическое, правовое государство, тогда и смысла нет. Это будет путинизм 2.0, а может даже еще в худшем варианте. Но это будет Mein Kampf. Кому, если не тебе, да, Женя? Это в Германии сидишь. Да. В Германии сидишь. А вы тоже? А ты тоже? Близко. Близко, понял. На границе, да. Угу. Кстати, это не по теме. Я думал, когда я услышал что-то в Германии, думал как-нибудь заехать просто. Как Женя бы... Женя как бы отреагировал, что там салафит Башкортостана, к нему хочется заехать, там посидеть, поговорить. А у нас... Вот разговор. Да, у нас даже в Лейпциге есть определенная диаспора, которая меня приглашает часто, и мы общаемся, это башкирская диаспора, и вот мы виделись летом и хотели даже проводить эфиры аспектов на свежем воздухе для этих людей, в том числе, потому что им интересно. Конечно, они уехали там, условно, 20 лет назад, они не в курсе, они выучили язык и уже интегрировались, но встретив нас, вот таких вот журналисты, ничего себе, а вы вот, да, работаете. Им интересно пообщаться, поэтому, конечно, жду в гости, договоримся, безусловно. Вот, так что, дорогие зрители, вот этот разговор, наверное, должен был состояться за чашкой чая где-то там у Жени. Но я потом подумал, ладно, другой раз как-нибудь. Ну, к сказанному возвращаясь. Бестолковые разговоры Гитлера. Кстати, есть книга такая «Застольные разговоры Гитлера». Ну, не помню, кто там записывал. Это, видимо, стенограмма потом превратилась в книгу. Вот эти слова действительно превращались в закон. Да? Типа, не останавливайтесь ни перед кем. Там девочка, мальчик перед вами. То есть, а как можно оценивать публичного политика, если не по его публичным заявлениям? То есть, если человек разжигает ненависть, если человек за то, что я не согласен с его риторикой, говорит, что я враг, башкирофоб, имперец, ненавижу башкир, хотя у меня полно друзей башкиры, татары, я понимаю, что это бред, который является лозунгом. Когда я вижу посты в телеграм-канале у человека о том, что независимый Башкортостан обязательно выиграет, я верю, чемпионат мира по футболу, олимпийское золото, то я вижу в этом тоже какие-то лозунги непонятные, которые не несут за собой конкретику,
это какой-то, ну, то есть фантазии на вольную тему. И если я над этим шучу в эфире, как мое первое столкновение же случилось почему? Потому что человек заказал где-то дизайн валюты независимого Башкортостана и начал тиражировать, вот что мы сделали валюту. И я в этот момент, естественно, шучу, говорю, а у нас как бы других проблем нету, да, сейчас в Башкортостане. И понятно, на эту иронию, к сожалению, если зачастую ответ агрессия, то я понимаю, что это не демократ, это не человек, который будет в каких-то либеральных устоях строить государство. Потому что если человек так реагирует на критику, не имея власти, мы все прекрасно знаем, как такие люди, приходя к власти, реагируют на критику, на иронию, на свободную независимую журналистику, на какие-то, я не знаю, ты знаешь там про мультсериал, например, «Симпсон» или «Южный парк», да, тоже как бы это какие-то мультсериалы, которые позволяют в том числе высказываться на острые политические темы. Да, очень остро, но зато мы имеем некий диспут, да, то есть кто-то не согласился, кто-то посмеялся. И в целом это для меня Южный парк, например, это главный враг любой диктатуры. Если у тебя есть в государстве какая-то самая жесткая, самая ужасная сатира, значит, это демократическое государство. А если в нем есть шаман по телевизору, то это не демократическое. Так вот, когда я вижу на любое мое высказывание там, иронического характера и там, какой-то критики вот такую реакцию, это значит, что это человек тиран для меня лично. И я думаю, а почему, если вот, как ты сейчас говоришь, он придет к власти, или вы придете к власти в совокупности этого движения, то диктатуры не будет, то будет все хорошо. А на что я опираться должен? Я согласен с тем, что по постам можно делать выводы, но здесь хотел бы отметить, что мы делаем выводы о человеке, о его характере, какого авторитарный стиль правления, может, в семье, где-то в узком кругу. Но понятно, что сама идея независимости будущего Башкортостана, процветающего, она все равно немножко отдельно стоит, Женя. Она есть. Это запрос. Ишмарат, а кто главный спикер сейчас независимого Башкортостана? Кто главный политический деятель вокруг этой идеи? Ну, не Айгуль ли он же, не ты, а явно по медийному весу, потому кого чаще зовут на Идель реалии высказаться. Это Руслан Габасов. Согласен, согласен, да. Но все равно мы должны стремиться к именно созданию идеологической базы, созданию теории, какая будет наша Родина в будущем процветающая. Это же такая долгая работа, и вот эта вся работа, она не персонифицирована в Руслане. Не Руслан это все представляет. Руслан спикер, Руслан фронтмен, я согласен. Да. То есть он озвучивает, естественно. Условно возьмем дела, скажем, связанные с образованием, с религией, может, межконфессиональные отношения. Это не то, что будет писать Руслан лично, развивать экономику не лично будет Руслан. Там будет целая плеяда людей. Но в вопросе власти, разговор наш начался с федерацией, то же самое. То есть какой формат власти будет в Башкортостане в будущем, мы сегодня это уже должны выстраивать, обсуждать. И вот такие рычаги, инструменты придумывать, чтобы власть, условно, не превратились мы в какой-то это институты, которые действительно нужно вырабатывать. А какие в эту сторону есть подвижки? То есть сейчас времени полно, да, все в эмиграции, деятели, которые выступают, кроме Дильмухаметова, понятно. А все остальные находятся за границей, имеют время, возможности, силы для того, чтобы прорабатывать хотя бы изначально какой-то фундамент вот этого Башкортостана. Что делается? Понятно, что это этот запрос именно на независимость регионов и республик, это же не только башкирская тема.
вообще по всей России, ты заметил. Я недавно слушал, кстати, Демушкина, тоже известная для тебя в Я том таких числе точно личность. я таких точно не смотрю. Нет, Ну, я то есть, смотрю, я смотрю. То есть вот интересно. он говорил, что раньше было десяток людей, которые говорят про демонтаж, переустройство России. Ну, он как бы, понятно, что он со злобой это говорит, а сейчас их стало 100, наверное, говорит он. Мне, То есть, кстати, никогда не было понятно, почему такие люди, как Демушкины, не присоединятся к вам. Потому что любой русский националист, он, наверное, хочет, ну, такой вот, как сказать, государство, не федерацию, не многонациональную страну. Не страну, где есть Чечня там со своими порядками, Башкортостан, где нужно со всеми с ними считаться. То есть я думал, что националист русский, он должен вот мечтать, что есть какая-то Россия, такая мононациональная структура, какое-то образование где-нибудь, не знаю, и собрать вот этот вот какой-то единую нацию какую-то. Ну, то есть я, опять же, мне все это чуждо, как и любое вот обсуждение наций, но в целом, ну, то есть были ли какие-то разговоры с националистами в целом, с российскими на этот счет? Или они то есть какая риторика? Потому что я даже не в курсе. Русскую ну, общину я понятно, открываю, а так нет. знаешь, Евгений, люди уровня, тем более Демушкина, да, и в целом русские националисты, они не будут разговаривать с такими, как мы. Ага. У них, ну, возможно, у них какие-то там контакты с региональными движениями, возможно, с казаками, условными, донскими, оренбургскими. Я думаю, вот русские националисты – это не монолит. Есть люди, которые за сохранение России целой и неделимой. Наверняка есть те, которые за переустройство. Есть, наверное, те, которые за отсечение Кавказа, условного я говорю, да? Не знаю, может быть, они мечтают о малой какой-нибудь России, Дальний Восток отдать кому-то. Ну, действительно, если на карту посмотреть, что такое Дальний Восток в плане ресурсов людских, например, ну, инфраструктуры, изношенности всего, да, это не такая интересная, наверное, зона. Ну, это я так фантазирую. То есть Ага. с русскими националистами вряд ли башкирские будут разговаривать. Но ты говоришь, вот, кстати, какие подвижки есть. Подвижки – это разговоры. То есть сама тема начала обсуждаться. Есть разные площадки, есть форумы, есть Лига свободных наций, региональные движения, Ингерманландия, да? Я правильно Да, произнес? понимаю. Вот. То У меня есть есть сами просто эти ощущение. разговоры это хорошо. Сами разговоры хорошо. Потому что мы уже, пусть мы теоретически немножко так поспорим, поругаемся, точки над «и» расставим, чем это потом выльется, непонятно что. Также хотелось бы обсудить, вот, например, ваш репост в канале, собственно, того же самого Габасова. Не хотелось долго прям останавливаться, но быстро обсудить хотелось. Вот вы репостите. Сегодня такие шовинисты, как Туктаров, нужны путинскому режиму. Будь в мейнстриме, ненавидь башкир, желай превращения Башкортостана в Приуральскую республику, и у тебя не только и тебя не только оставят в покое, но и протащат дальше. Ненавидящий башкир Евгений Коноплин рад, что его друг и соратник теперь снова в политике. Так. Странно, что сам Коноплин не возвращается обратно в Россию. Вернись обратно, скажи, ты ненавидишь всех башкир и все башкирское. Расскажи свои планы борьбы с сепаратистами и как бы ты их душил, и тебе все простят, еще и повышение дадут. Вот вы это репостите, когда вы, то есть вы согласны с этим тезисом, вы считаете, что я ненавижу башкир, или мы с Акимом это люди, которые вот хотим превратить Башкортостан в Приуральскую республику, или я бы душил сепаратистов и все башкирское. Ну вот откуда это все берется? Я просто хочу от вас услышать и понять уже. Женя, смотри, у меня на канале Коноплин упомянут, фамилия Коноплин Да, 4 раза, как я ну, сказал. Последние я два один это... давно взял упоминание. Ну, вот этот пост
который ты, я просто сейчас не помню точно, это там, где имперский флаг или где Нет, ты нет там имперского флага, это просто, елочные игрушки какие-то, да, по-моему. гражданский Мгм. союз, то, что возвращается. Мгм. Да, это вот по нему именно я хотел э, у тебя попросить извинения. Я в то время тебя так близко не знал. Просто смотри, мы как люди верующие, вообще в целом любой справедливый человек, он должен придерживаться справедливости, да. Да. Эм, Дело в том, что после вот этого репоста я от тебя лично услышал, что ты против империи, что, оказывается, один раз там ввели в заблуждение аудиторию, поставили тебя там с имперским флагом, а оказывается, не ты его ставил, но на заднем фоне себе. Так Да, же, да? конечно. Да. Флаг не Есть ты оригинал ставил, поста, да, можно найти его. вот. Это я просто... Этот факт я упоминал 2 раза. Один раз устно, ну, в стриме, и один раз на башкирском. У нас есть там такой Ага. клуб Ильсы Гайса. Я сказал, вот вроде, Женя, посмотришь. Смотри, я буквально перевожу почти. Да. Я говорю, вот интересно все-таки вот русский народ сейчас он стал. Русская община. Вот на Женю посмотришь, такой вроде интеллигентный парень, но он точно не стоит рядом с этой русской общиной, точно не скинхед. Я не представляю, чтобы он ходил Ага. там, бил кого-то по улице. А нет, и он туда же с этим флагом имперским. То есть вот так я по поводу тебя возмущался, я Ага. признаюсь, и за это я, вот, ну, прошу прощения, я ошибся просто в этом. Да, Э, просто И иной раз когда казалось, я что... узнал, что этого ты Ага. не делал, я обрадовался, честно говоря, я честно скажу. Да, понимаете, просто есть некая риторика, которая, она не то, что меня никогда не обижала, но мне было интересно вот эта вся медийность, вдруг возникшая моя в башкирском национальном движении, когда мусоливают твое каждое слово, добавляя, что ты обязательно ненавидишь башкир. Мне всегда это было странно в связи с тем, что вот не кажется ли тебе, что сейчас, когда у нас 10 тысяч плюс-минус башкир было, ну, как сказать, убито. Ну, многие из них поехали с деньги зарабатывать в Украину, убивая там, в том числе мирное население. И мы тоже Мгм. должны об этом разговаривать. И разговаривать с людьми в деревнях, в городах. Это какой-то антивоенный посыл. То есть на это же можно тратить силы. А когда тратят эти силы на публикации во всех этих пабликах про то, что вот, либерасты, Чанышева, Коноплин, Валиев, не возвращайтесь в Башкирию, вы враги и так далее. То есть рисовать врагов из тех, кто врагом не является, для меня это тоже признак некой диктатуры, потому что я не совсем понимаю, в чем мы враги-то вообще. Кстати, собственно, за ваши извинения я, безусловно, принимаю и, конечно, зла не держу. Вот. Когда я узнал, что флага ты не ставил, я за тебя, честно говоря, ну, очень обрадовался, потому что когда, знаешь, о человеке ты думаешь одно, оказывается потом другое, ну, бывает разочарование, потом выясняется, что я ошибся, оказывается. Ну ладно, ну, в целом я согласен с тем, что, может быть, где-то накал надо сбавлять, может, меньше вот этих вещей писать, которые друг друга оскорбляют. Ну и про тебя тоже, Женя, очень много же людей пишут, что ты башкирофоб. Да, но Да. я думаю, что Я- с подачи лидера, с подачи фронтмена, потому что «Найдите» называется мою ненависть к Башкортостану в связи с... давай так, Ишмурат, я в двух словах могу объяснить, что я работал сначала на «Эхо Москвы» в Уфе, потом нас закрыли в связи с войной. 24-го я был на митинге против войны, собственно. А потом мы поработали в России в «Аспектах», потом я жил в Казахстане почти год. И бесплатно абсолютно помогал Руслану с аспектами. Потом я приехал сюда, и, как ты понимаешь, когда ты проезжаешь по Гумвизии 22 параграфу, то первое и основное, что я должен был бы сделать для своего будущего, это выучить язык, найти себе работу и забыть вообще все, что было до этого. Потому что я бы здесь мог бы зарабатывать как в том числе инженер, у меня инженерное образование, деньги и спокойно растить, там, заводить семью и жить припеваючи. Это Германия. Здесь с этим несложно в целом, да. А вместо этого
мы с Русланом продолжили бесплатно делать аспекты Башкортостана. Время от времени какие-то приходили донаты, время от времени кто-то находился там, нам помогал. Но основное время я работал бесплатно. Зачем мне это надо, если я башкирофоб? Зачем мне нужно было делать шорты, которые собирали 1 миллион, посвященные Баймаку? Зачем мне нужно было объяснять, собственно, людям, которые пришли из-за Баймака, что, ребят, на самом деле не Хабиров враг, а Путин. Потому что система устроена вертикально, и нельзя идти на войну, ненавидеть Украину, но при этом и не любить Хабирова. Я говорю, у вас происходит некое вот это вот, не лицемерие, потому что это чаще всего не из корыстного, да, а потому что по недомыслию. И вот эта попытка выстроить мостик между Хабировым и Путиным, между Баймаком и Украиной, потому что вас здесь обманули, вас здесь ваших мужей, детей, отцов несправедливо судят, а система вся несправедлива, а вы еще несправедливо в Украину едете убивать. Вы понимаете, что там неправое дело? И вот это все была моя вполне искренняя деятельность, связанная с тем, что я люблю свою Уфу, я люблю свой Башкортостан, я хочу туда вернуться. И может быть, даже не так важно, будет это независимая или федерация. Ну, конечно, в путинскую я не вернусь. И после этого слушать, что я башкирофоб, но мне интересно, а много ли тысяч, десятков тысяч башкир проделали такой же путь, как я, не башкирофобов, и точно такой же деятельностью здесь занимаются? Конечно, конечно. Слова самого человека – это же первый аргумент. Если человек говорит, то есть о любви к Уфе, о том, что он не башкирофоб, это надо в первую очередь принимать. Поэтому тебе, конечно, спасибо за твой труд, и Руслану за то, что вы делаете за республику. Кстати говоря, да, я согласен, живя за границей, можно, да, тут просто устроиться, не думать. Иногда подмывает даже, да, такие мысли любого иммигранта, я думаю, посещают. Кстати, если вот мы так проанализируем людей, которые уехали, грубо их можно поделить на два. Нет, начнем давай с первой прямо волны белые иммигранты, которые вот уехали. Те, которые сидели на чемоданах, хотели вернуться. Очень многие вернулись, кстати. Кто прямиком в лагерь, кто там позже был расстрелян. А другая половина, вот я считаю, кто в процентном отношении больше и выжил, и куда-то продвинулся, это те, которые просто забыли эту Россию, занялись своими делами. Да? Мы видим вот потомков в Германии, где-то там, в Испании, во Франции там иногда. Они просто начали своими делами заниматься и, в принципе, по жизни как-то преуспели. Иногда, я думаю, у каждого иммигранта бывает такая мысль, может не заниматься этим всем. Но если кто-то этим занимается, то, конечно, как минимум о неравнодушии его это говорит. Поэтому я с самого начала поэтому и поблагодарил вас, что вы Айгуль приглашаете, Руслана, там, других людей. Да, конечно. Спасибо. Слушайте, Руслан, я думаю, я про Валиева, он не скрывает, что он огромный поклонник того же Дильмухаметова и его подходов. И где-то у него тоже волосы дымом встают от вот этой какой-то ненависти потока, который в последнее время происходит, потому что, по его мнению, сам Дильмухаметов, не находясь в тюрьме, собственно, этот тезис бы не поддержал. И в том числе и со мной был бы в каких-то вполне благодушных отношениях. Собственно, что касается даже там аспектов и того, что зачастую я предпочитал в блогах высказывать точку зрения исключительно либералов наших. Это Лилия Чанышева, да, это Ольга Комлева, это где-то Федор Телин, это я, это Руслан Валиев, это Аким Туктаров, который тоже не является никаким врагом Башкортостана, это тоже какие-то наговоры непонятные для меня. Собственно, я вполне мог и хотел разбавлять
Господи, Валиев пишет радостный. Я вполне мог бы и добавлять и национальных активистов с точки зрения статей, блогов, но у меня есть вот два препятствия. Первое – это то, что у вас основной такой телеграм-канал, который вы ведете, он такой интересный, он на башкирском языке, вот, а я как вот журналист, редактор, мне тяжело иногда вот это вот все учесть, то есть мне нужны какие-то посты, в том числе на русском. Мы ищем башкироязычных журналистов под бюджет. То есть как только у нас будут деньги, мы с удовольствием пригласим еще этого человека. Я сейчас в Германии учить башкирский, это очень сложно. Вот. И второе, это, конечно, хотелось бы, вот также я могу, опять же, цитировать, уже времени, наверное, нет. Но вот есть такой телеграм-канал, как «Голос Башкир». Вот тоже опять начинается. Лейла Латыпова почему-то тоже плохая, враг башкирского народа. Федор Телин, ладно, Руслан Валиев, Евгений Коноплин, Лилия Чанышева. Опять вот они враги, служат режиму и так далее. Если я бы хотел увидеть риторику, в которой мы не будем скатываться к ненависти. В том числе, давайте так, вот есть абсолютно понятный журналистский прием, к которому я хотел бы прибегнуть, чтобы вам объяснить некоторые манипулятивные посты, которые я тоже не могу в аспектах видеть, это странно. Вот, например, сегодня, сейчас зачитаю. Сегодня в Ишимбае неизвестный застрелил собаку у торгового центра. Он подъехал на автомобиле, достал оружие и выстрелил в животное. Животное погибло на месте. Вот видел. Давайте так. Допустим, это сделал башкир. Вот так предположим. Русская община сразу же берет этот пост и говорит: смотрите, башкир или, не дай бог, какой-нибудь узбек приезжий, да, сразу. Вот узбеки, вот понимаете, вот они сейчас приедут к нам в Россию, и они вот будут отстреливать не только собак, но и ваших детей, жен. Вот они какие негодяи, и надо вот быть против. Следующий тезис. Раз. Это русский, например, застрелил в Ишимбае собаку. Сразу многие паблики, которые, собственно, национального толка, они начинают говорить, что смотрите, русские совсем уже одичали, смотри, какие они дикий народ, ужасный, уже собак отстреливают, наверное, им есть нечего, вот они гады такие. Извини, Женя, ты моделируешь или это то, что в данный момент происходит? Мы имеем неизвестного человека, который застрелил собаку, но зачастую паблики, которые несут с собой вот эту пропаганду, у них есть какой-то свой тезис, который они несут, о том, что узбеки ли плохие для русской общины, например, да, или для национальных башкирских сообществ. Периодически у многих активистов я вижу, что вот, мол, русский с башкиром подрался, смотрите, какой русский вот негодяй, вот он, вот они, потому что все такие, они башкир все ненавидят. У вас я увидел пост тоже, сейчас скажу. Вот это туда же будет абсолютно. Вы публикуете, Республика Йорто написала о том, что в Уфе задержан Аким Туктаров, русский имперец. И вы пишете: татарина Туктарова где-нибудь в армии называли бы чуркой и глумились бы над его фамилией. Ну, это же... Ну, то есть мы берем какой-то, просто достаем миф и начинаем рассказывать, что вот его обязательно назвали бы чуркой, обязательно бы его обзывали. Я в армии был с ребятами из Башкортостана, и никто их не обзывал. То есть зачем мы придумываем эти конструкции для того, чтобы вот еще больше накалить эту межнациональную рознь? Я не очень понимаю. Я просто боюсь, мы уйдем сейчас в новую тему. Да, у нас и время, наверное, кончается. Но мы можем в целом чуть-чуть задержаться, ну да. Но вот когда, Женя, в России нагнетается что-то прямо противоположное. Вот, кстати, было, по-моему, в русской общине, кто-то там возмущался. Ну, было награждение у них активных членов русской общины, и нужно было татар, башкир тоже наградить. Есть же в русской общине, представляешь, татары, башкиры. Но они я знаю, да. В том числе у них раскол по этой теме был, потому что русская община считала, что даже в нацреспубликах могут быть только русские. Да, я это слышал. Это у них по этой теме был раскол? Ну да, награждение. Я слышал, что да. Вот. Может, это фейк, но вот слышал. Нет, там, по-моему, не фейк, потому что кто-то прямо из активных членов говорил, что
ну, отказались награждать татар, башкир, типа, иди Да. сам им вешай какие-то. То есть, когда на государственном уровне идет вот такой наезд на все нерусское, вот оголтелый нацизм, ну, Конечно, согласен. Но финансируемый аудитория русской государством. общины, какая аудитория русской общины? Она же нулевая. Же никто не смотрит, за ней никто не следит, на их Да митинги нет, нет, выходит, дай нет, бог, 40 человек. А нет, сколько в Жень, Уфе выходит на шествие русской общины? Там нет. человек 20-30 выходит, ну максимум 50. То есть это вот. Это же мелочь совсем. Вам не кажется, что тут мы, когда начинаем разговоры про Дугина и русскую общину, мы немножко, опять же, наматываем сову на глобус, говоря, что вот в России есть такие настроения в массе. Но это попытка вот каких-то радикалов к Кремлю прикормить. Они завтра их, кстати, всех в тюрьму еще посадят с удовольствием, потому что им такие идейные идиоты не нужны. Но аудитория русской общины, она же нулевая. И Дугина нулевая. Нет, я, Женя, не согласен. Нет, довольно большой отклик нашел вот в сердце русского народа. Опять-таки у нас разговор начался с этого словосочетания «русский народ». Да. И, между прочим, я и говорю, среди них есть татары, башкиры. Вот этот коллективный русский народ, общий, который вырос на Достоевском, на Пушкине, ну, не деля на этнику, вот в душе этого народа нашел широкий отклик вот этот клич русской общины. Почему вам Мне так кажется, кажется? ты немножко недооцениваешь, А Женя. в чем тезисы? То есть, когда мне говорят, что 80% русских, допустим, россиян, давайте все-таки россиян, 80% россиян поддерживают Путина, подавляющее большинство россиян поддерживают войну в Украине, подавляющее большинство россиян любят русскую общину. Вот это откуда берется? Мы же это пощупать не можем. А люди идут, чаще всего мы сейчас наблюдаем не по идее воевать, или там не по идее там стоять, поддерживать того же Путина. А это все за бабки делается. И если бы это было все от взглядов, то, наверное, бы тогда такие миллионы бы не предлагали. А если возвращаться к русской общине, ну докажите мне, что русская община имеет большой отклик у россиян. Я его не вижу. Митинги собирают десятки человек. Навальный в Уфе собирал 1000 с чем-то, а эти собирают там несколько десятков алкашей с определенными флагами или людей, которые воевали. Коммунисты даже могут, мне кажется, собрать больше. Ну, то есть, почему вам кажется, что русская община настолько популярна? Почему вы ее так демонизируете? Сколько лет тебе, Женя, если не секрет? 31, не секрет. Этот как у Пушкина «Сижу среди юношей». Ты, конечно, не обижайся, да, но ты очень молодой по сравнению со мной, даже человек мне 48. Я просто помню себя тоже в 30 лет. В светлые, в душах людей я гораздо больше верил, Женя. Вот мне кажется, в данный момент ты просто не хочешь этого замечать. Так факты, мне хочется факты. Вот докажите мне, что русская община имеет большую аудиторию. Факт. Не помню дату, но погугли просто. В Санкт-Петербурге прошел крестный ход. Там все средства массовой информации это выдали. Да. Этот крестный ход, по сути, превратился в русский марш. Да. А если вещи своими именами назвать, он превратился в нацистский марш. Ну, русский марш, то есть мы понимаем, что ты не видел случайно выпячивание, и, конечно, видел. Понятно, любое выпячивание своей национальной идентичности как повод для гордости, это обычно национализм или нацизм, и русский марш – это абсолютно нацистские шествия, безусловно. Там, по-моему, половина, знаешь, вот такие религиозные атрибуты, и рядом обязательно русская община. Там, по-моему, половина этих флагов была черная, белая, вот эта русская община. Черно-желто-белый, да. Угу. Ну, там эти и имперские флаги вот эти, да. с которыми тебя спутали, да, черно-белый вот этого русского общины. Нарисовали специально, ну да. Нет, Женя, просто действительно, ты не умаляй, она есть, эта проблема. Действительно, заболел народ, понимаешь? На том видео я же говорю, я и от этого тезиса не отказываюсь. Хорошо, давай это так. Болезнь имперства. И вот он нашел отклик вот среди этой широкой массы. Нет, болезнь, безусловно, есть. Но насколько она... Хорошо.
У нас в Насколько Дрездене страшно, я была хочу некая сказать. Пегида, да? Насколько страшно. Не-не-не, она безусловно страшная, она немногочисленная. У нас есть в Дрездене Пегида, например, была, точнее, уже запрещенная. И то есть люди тоже там, в том числе, избивали каких-то нелегальных мигрантов, особенно из арабских стран, да, по понятным причинам. Отличается Мгм. кожа, отличается внешний вид, все, вот, значит, они враги. И в Германии, и в России, ну, сейчас в России это поощряется, но в целом, если взять население Уфы, например, я уверен, что больше процентов двух в той же Уфе никому это не интересно. Людям интересно в кафе ходить, людям интересно знакомиться с красивыми друг друга и любить друг друга, и зарабатывать деньги, и, собственно, и путешествовать. А вот эти вот нацистские взгляды русской общины, тем более, в такой особенно республике, как Башкортостан, где все с друг другом перемешаны уже 300 раз, говорить о том, что это прям какой-то бич, ну, мне кажется, с точки зрения фанатов, поклонников, немного. Ну, Там же в Питере тоже даже 100 тысяч не было. Ну, а это 140 миллионов, и мы берем, что это просто какие-то, ну, хорошо, вышли на всю страну идиоты. У нас страна большая. В Китае, если идиотов собрать, там будет миллионы. ты не представляешь, как я хотел бы, чтобы ошибался я, а ты был прав. Понимаешь? Поэтому же я как раз это все и пишу, чтобы привлечь внимание, что есть вот такой бич. Все равно кто-то почитает, кто может на это повлиять. И если эта болезнь, эта зараза разрастается, чтобы вот в таком зачаточном состоянии уже это душить, это действительно нацизм. Ну, нацизм. Это Это безусловно. технология. Вот. Ну, понимаете, у нас сейчас, в принципе, правая повестка довольно сильно развивается. У нас премьер-министр в Италии, это фанатка Муссолини в юности была, ни много ни мало, да? А у нас Ле Пен может выиграть выборы во Ну, Франции. Это очень опасный правый политик. У нас в Германии очень опасный правый политик может выиграть выборы. Я уж молчу про одного рыжего товарища, который в я Соединенных только Штатах. хотел сказать, что можно было их не перечислять. Вот. Да, ну, то есть определенный правый поворот, он и так происходит. И, к сожалению, в России, да, у нас Владимир Путин дальше всех пошел в этом плане. Очень-очень-очень плохо, что это так. Вот. Но я думаю, что на сегодня в целом мы много чего обсудили, правильно же? Главное, чтобы мы не были такими. И чтобы в будущем прекрасном, независимом Башкортостане. Слушай, мы с тобой много о чем поговорили, но Да. независимость как вот прямо разложить, как мотор по всем винтикам, шурупчикам, это у нас сегодня не получилось. Но просто я в конце просто заостряю на этом внимание, что я являюсь сторонником независимости Башкортостана. Понимаю. Мне бы Не хотелось просто изначально, чтобы мы, как сказать, познакомились, и вы бы услышали мою позицию, а я вашу, чтобы мы друг друга не демонизировали и не рисовали каких-то там из друг друга каких-то монстров. А в целом, во-первых, конечно, жду в Германии, надо сфоткаться обязательно, чтобы уже совсем у людей случился излом психологически, что как это так, наш брат из Шмурат с Коноплиным фоткается, наш запросто. Коноплин со Шмуратом вообще какой ужас. Ну и в целом жду в эфире, обязательно обсудим еще много раз, много всего И интересного. еще раз спасибо за приглашение. Вам спасибо. Я, в принципе, то, что о чем тебе думал, язык заплетается уже, в принципе, сильно не поменялось мое мнение о тебе. Спасибо тебе, Женя. Всего доброго, спасибо всем подписчикам за просмотр. Ставьте лайки, пишите, делитесь мнением в комментариях. Всем ждем, давайте расширим это видео посильнее. Всем пока-пока. Пока.